День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых интересных событиях и людях. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. В непростой ситуации оказались некоторые владельцы земельных участков. Земля вроде есть, а построить на ней ничего нельзя. Сразу же, вот как получили выписку, подали на уведомление о разрешении на строительство. На что в сентябре, через 2 или 3 недели, мы получили отказ. Цифровой код «Честный знак» появится на упаковках всех видов молочки уже в этом году. Исчезнет ли с прилавков некачественная продукция? Сейчас основной упор делаю на местную продукцию, местных производителей, потому что она отличается хорошим качеством. Медвытрезвители снова заработают. Почему федеральные власти решили возобновить их деятельность? Люди пьяные, да, даже в то, скажем так, пьяные замерзают ночью. Пусть они лучше пострадают на деньги, да, но, по крайней мере, останутся, здоровье у них нормальное будет и не замерзнут они. Первый фестиваль якутского кино начал свою работу в Москве. Чем организаторы будут удивлять искушенную столичную публику на этот раз? Это сильная история, очень суровая, реалистичная, камерная, но все равно она очень символичная, заставляет задуматься. Дарить добро – это просто. Ленские волонтеры доказывают это своими делами во время традиционной, на этот раз, зимней акции. Ноги больные, все больное, ходишь как этот. Вот оттуда начну, если работать, оттуда дошла уже домой, иду чуть не на четвереньках. Года, что ли, или болею, не знаю. Наступил самый длинный и важный праздник в лунном календаре – Восточный Новый год. Фестивали и гуляния продлятся 15 дней. Это из пекинской капусты, острая, засоленная, квашеная капуста с чесноком, имбирем, груша здесь. На этой неделе глава республики Айсен Николаев провел ряд рабочих поездок. Так, в селе Верхневилюйск был торжественно открыт аэропортовый комплекс после модернизации. Реконструкцию провели по проекту развития региональных аэропортов и маршрутов комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. В этом году завершится реконструкция аэропортовых комплексов Алекминска и Жиганска, а в 2022 году городов Нерюнгри, Вилюйск и селах Сангар, Белая гора, Депутатский и Хандыга. По комплексному плану модернизации инфраструктуры у нас в республике реконструируются, строятся, модернизируются 16 аэропортов. И сегодня первым из них как раз создано здание аэропорта села Верхневилюйск. Это очень важное событие для сельского улуса. Конечно же, то, что здание построено в установленные сроки, отвечает всем требованиям, начиная от наличия здравпункта, заканчивая спецпомещениями. Также Айсен Николаев посетил Верхневилюйскую центральную библиотеку, которая в этом году отмечает 85-летие со дня образования. Илдархан в рамках участия в общероссийской акции «Дарите книги с любовью» пополнил фонд Верхневилюйской центральной библиотеки подарочным изданием пятитомника о Великой Отечественной войне, а также вручил сертификат на приобретение 100 книг. А в селе Хараялах Верхневилюйского улуса состоялось торжественное открытие нового двухэтажного здания спортивного зала, построенного в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке». Айсен Николаев отметил, что новый объект стал 1141-м в республике, возведенным в рамках движения добрых дел. Глава региона подарил наследнику сертификат на приобретение спортивного инвентаря. В рамках рабочей поездки в Москву глава Якутии Айсен Николаев принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда под сопредседательством заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой. В своем выступлении Айсен Николаев отметил, что уровень безработицы в Якутии по всем отраслям экономики по итогам прошлого года повысился на 0,5 пункта, но при этом благодаря антикризисным мерам численность занятых в экономике региона выросла более чем на 13 тысяч человек. Вместе с тем в республике сохранилась потребность в рабочих кадрах в ряде отраслей.
Также глава республики Айсен Николаев обсудил с руководителем Минприроды России Александром Козловым вопросы развития системы охраны лесов, включая обеспечение противопожарных мероприятий и защиту лесов от шелкопряда. Айсен Николаев обратил особое внимание министра на необходимость совершенствования методики расчета субвенций регионам на осуществление противопожарных мероприятий. В частности, речь шла об обеспечении содержания лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, а также систем связи и оповещения. На встрече было уделено внимание и вопросам, касающихся строительства инженерных сооружений на реках Вилюй и Яна, а также создания объединенной дирекции арктических особо охраняемых природных территорий. Завершил неделю Айсен Николаев рабочей поездкой в Нерюнгринский район. В районном центре глава республики рассмотрел итоги финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий за прошлый год и планы на 2021. Это угледобывающие предприятия Якутуголь и Эльгауголь. В Нерюнгри Айсен Николаев также ознакомился с реализацией программы по переселению из аварийного жилищного фонда. Работы много и по Нерюнгри, и по Чульману, вот, вплоть до Ингры. И здесь нужно, конечно же, местная администрация очень внимательно следить за соблюдением прав граждан, которые проживают в аварийном жилье. Ну и, конечно, следить за тем, чтобы жилье, которое строится, оно было качественным, было хорошим, красивым, для того, чтобы люди, конечно же, могли жить в современных комфортных условиях. Эта неделя ожидаемо оказалась очень богатой на всевозможные события, как хорошие, так и не очень. О некоторых из них краткий обзор далее. Арктика стала ближе туристам. Согласно приказу ФСБ России, теперь пограничная зона установлена в пределах только Медвежьих островов, Новосибирских островов и острова Песчаного. То есть для посещения, к примеру, Тикси больше не нужно оформлять пропуск. Раньше эта процедура занимала до 30 дней. Напомню, что с 2006 года погранзона была установлена в прилегающих к морскому побережью населенных пунктах Анабарского, Нижнеколымского, Аллайховского, Устьянского и Булунского районов. И вот спустя 15 лет приказ утратил силу. На площади Ленина в столице республики заработал уличный ледовый каток. Его обустроили водоканал совместно с Советом отцов Якутска. На заливку ушло более 200 кубометров воды. По периметру уличный каток украсили фонарями. Накататься на льду можно каждому, вход абсолютно бесплатный. По традиции соорудили мини-кафе, а также пункт проката коньков, который будет работать до последнего посетителя. Национальная вещательная компания «Сахан» объявляет проект «Кубок НВК». В соревнованиях по 12 национальным видам спорта могут участвовать команды из населенных пунктов с количеством жителей не выше 1000 человек. В команде должны быть глава наслега или заместитель главы и 3 мужчины по 3 возрастным категориям. Заявки на участие принимаются до 25 февраля. Ну а турнир начнется с 1 марта в спорткомплексе «Мадун» в Якутске. Мероприятия будут транслировать в эфире телеканала НВК «Саха» и «Мамонт». С условием кубка можно подробно ознакомиться на сайте nvk-online.ru. В республике началась кампания по приему документов для признания бизнеса социальным. По информации Министерства предпринимательства, в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса в 2021 году планируется предоставление единовременных грантов в форме субсидий социальным предприятиям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Грант составит 500 тысяч рублей. Арктические районы смогут получить до 1 миллиона рублей с условием 100% софинансирования предпринимателя на реализацию проектов. Прием документов ведется до 5 марта 2021 года. С 1 июля этого года начнут свою работу передвижные аптечные пункты. Располагаться они будут в самых отдаленных селах и деревнях Якутии. По словам депутата Госдумы Галины Данчиковой, доступность лекарственных препаратов, равноправные возможности между всеми участниками аптечного рынка и, главное, безопасность здоровья россиян являются приоритетными. При принятии соответствующего закона у селян и жителей отдаленных населенных пунктов появится реальная возможность покупать нужные лекарства, причем по минимальной стоимости. Отныне молочная продукция станет однозначно безопаснее. Цифровой код «Честный знак» появится на упаковках всех видов молочки уже в этом году. Какую информацию несет код, что это даст потребителю и готовы ли местные производители к нововведению, разбиралась Виктория Федорова.
Обязательная маркировка позволит отслеживать продукты с момента их производства до продажи потребителю. Печатать их будет специальное оборудование. Активироваться будет код во время розлива. В этом году все наши предприятия должны войти в данную систему. Мы ведем сейчас разъяснительную работу. Большинство предприятий уже на руках имеют коммерческие предложения от поставщиков для приобретения данного оборудования. Тут необходимо отметить то, что из-за резкого спроса на это оборудование в Российской Федерации объемы производства его значительно увеличить сразу не получится, поэтому у нас возникает сейчас определенный дефицит, и это провоцирует удлинение сроков поставки данного оборудования. В молочном цеху Батамайска Ленского района планируют поставить 2 линии фасовки. Соответственно, им необходимо приобрести 2 комплекта оборудования. Это маркиратор, это принтер, который печатает маркировку, или есть вариант нанесения маркировки в саму упаковку молочной продукции, также выравниватель, также считыватель этой маркировки. Вот, и это все должно интегрироваться у нас с ресурсом 1С и с Меркурием. Вот. Все эта работа мы сейчас изучаем, то есть с нашей стороны специалист к обслуживанию и работе в системе «Честный знак» готов. Технику планируют поставить в новом молочном цеху, открытие которого запланировано в апреле этого года. В настоящее время предприятие в поисках подходящего поставщика. По предварительным оценкам это от 1,5 до 2 миллионов нужно будет покупать оборудование. Но как поступят коммерческие предложения, мы можем более конкретно обозначить сумму. Какая компания предложит лучшие условия, с ней мы будем работать. Они готовы, в принципе, поставить нам оборудование и приехать, все смонтировать, пусконаладку провести. Небольшой квадрат с цифровым кодом, а точнее QR-код, появится на упаковках молочной продукции в этом году. Считать маркировку поможет бесплатное мобильное приложение «Честный знак». По нему можно будет определить состав продукта, дату изготовления и производителя. Местные производители уверены, знак качества сделает рынок молочной продукции полностью безопасным. Ведь подлог в любой момент можно проверить с помощью кода. Сделать это может каждый покупатель. Стоит только навести телефон на код, высветится вся информация о продукте. Конечно, мы постоянно ходим в крестьянский рынок и отсюда закупаем, и кормим своих детей, свою семью. Честный знак должен быть, обязательно должен быть. Но так и относимся, честно и порядочно, поэтому тут, мне кажется, убегать не надо, не стоит. Сегодня жительница столицы Ирина закупается молочкой на неделю вперед. Вот уже на протяжении долгих лет бессменными продуктами в ее корзине остаются сливки, творог и кефир местных производителей. Сейчас основной упор делаю на местную продукцию, местных производителей, потому что она отличается хорошим качеством. Иногда, правда, бывает немножко кисловатой, да, но это в летний период, наверное, это издержки как-то температуры, когда лето жаркое. А так, замечательно. И вкусно, и для здоровья полезно. Промаркированная продукция начнет появляться на прилавках уже с июня. Сначала она распространится на сыры и мороженое, далее и на весь ассортимент. Кроме питания для детей до 3 лет, а также на весовые молочные продукты. Виктория Федорова, Светлана Балеева, Григорий Николаев. День за днем. Сейчас мы ненадолго прервемся. Смотрите в продолжении программы. Как решить проблему владельцев земли, на которой запрещено любое строительство? В России вновь заработают медицинские вытрезвители. Почему было решено их снова открыть? Продолжаем выпуск. В непростой ситуации оказались жители, чьи участки попали в так называемую зону затопления. Согласно статье 67.1 Водного кодекса, в таких зонах запрещается капитальное строительство. В региональный список затопляемых зон попали 123 населенных пункта, из них 8 зоны на территории Якутска. Что делать, если ваш участок уже попал в злополучный список, и как избежать неприятного сюрприза перед покупкой земли? Об этом сюжет Ульяны Шагиной.
Продав единственную квартиру в столице, многодетная семья Амосовых решили строиться в селе Пригородное. Благо новый детский сад и школа в шаговой доступности. Но не тут-то было. Участок купили, а разрешение на строительство дома так и не получили. А все из-за того, что эта часть села подпадает под зону затопления. Вот по сей день мы арендуем жилье. В дом пока не заехали. Регистрации нету. Что нам делать? Искали участок долго. Главным условием была шаговая доступность к социальным объектам. Найдя подходящие, сдали документы на оформление и сразу начали строиться. Сразу же, вот как получили выписку, подали на уведомление о разрешении на строительство. На что в сентябре, через 2 или 3 недели, мы получили отказ. Оказывается, наш участок находится в зоне подтопления. В такой ситуации сегодня огромное количество человек. Запрет на осваивание земельных участков, подпадающих в зону затопления, был утвержден федеральным центром еще в 2016 году. Региональный список уточнен в августе 2020-го, аккурат за 3 дня до покупки участка семьей Амосовых. Всего в список попало 123 населенных пункта по всей Якутии. Те, у кого есть, они остаются. Те, кто будут строить или получать земельные участки в зону затопления, сейчас невозможно. Не должны выделять в границу зон затопления новые участки для строительства, потому что в любом случае там разрешения на строительство нету. Судя по выписке из единого госреестра Динара, тут ни слова о том, что купленный участок входит в зону затопления. Скорее всего, семья сейчас будет обращаться в суд. Пока это единственный способ, чтобы получить регистрацию. Хотя существует еще один, более долгий. Дождаться, когда на береговой зоне рядом с участком построят защиту. Это дамбу или шлюзы на случай выхода воды. В этом случае территория не будет больше относиться к зоне затопления. В Якутии эта работа проводится с 2001 года, после затопления города Ленска. Кроме того, такие сооружения есть в Алекминске, Теккеле, а также в Якутске. При этом пригородные поселки пока в зоне затопления. Если в Новой Табаге это часть поселка, то Старая Табага подпадает полностью. С главами у нас работа с ними не ведется, во-первых, да, потому что согласно закону об установлении зон затопления-подтопления конкретно определены мероприятия от органов местного самоуправления, что мы должны делать, чтобы устранить данные зоны. Да. Внести изменения мы можем только по одному пути. Первое, это у нас должно быть построены защитные сооружения. Только в этом случае у органов местного самоуправления появляется возможность обратиться в уполномоченный орган, чтобы провели повторные обследования и изменить территориальные зоны. Это не наше полномочие по устранению этих зон. Да? Мы должны провести, получается, мероприятия. Только тогда мы сможем их исключить. Процесс этот сложный и экономически затратный. Тут без помощи федерального центра не обойтись. Причем центр софинансирует большую часть затрат, порядка 96%. Для этого работают слаженно как муниципалитет, так и региональные и федеральные природоохранные ведомства. Готовится проектно-сметная документация, которая должна пройти экспертизу и защититься на бюджетных проектировках в целях финансирования из федерального бюджета. Решением проблемы могло бы стать и внесение изменений в действующий закон, при котором собственникам разрешили бы приподнять дом за счет свайного фундамента или в целом территории участка выше границ зоны затопления. Мы получили письмо Министерства природных ресурсов, где нам ответили, что наши предложения приняты и будут рассмотрены в Совете Федерации, Российской Федерации. И мы ждем внесения изменений и рассмотрения этих предложений. Тут нужно понимать, злополучный список, не зная о существовании которого столько человек понесли финансовые затраты, составлен не во вред, а во благо. Ведь к еще большим имущественным потерям может привести реальное затопление. Хотя, согласно своду утвержденных Минстроем правил, отметка наивысшего уровня в таких зонах равняется 1% обеспеченности. То есть затопление может повториться раз в 100 лет. Мы сделали анализ установленных границ зон затопления. Из 123 населенных пунктов 82 требуется строительство защитных сооружений. Это территории, которых больше 30% затапливается. А для тех населенных пунктов, у которых территория менее 30% затапливается, мы рекомендуем муниципальным образованием переселить страдающее население на незатапливаемую территорию. А есть населенные пункты, которые попадают под затопление только территории незастроенные, и мы им тоже советуем, чтобы они не выделяли гражданам такие участки.
Так что, если вы приметили земельный участок на территории речной зоны и хотите его приобрести, лучше не торопиться и проверить на наличие расположения рядом зоны затопления. Специалисты советуют перед покупкой земельного участка, расположенного у береговой зоны, в первую очередь свериться с публичной кадастровой картой, либо направить запрос в региональное министерство экологии, чтобы впоследствии избежать неприятных для вас сюрпризов. Ведь, построив дом на таком участке, вы никогда не сможете его зарегистрировать. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Все новое – это хорошо забытое старое. По всей стране с этого года заработают медицинские вытрезвители. Когда они были закрыты и почему федеральные власти решили возобновить их работу, расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Данного гражданина сотрудники полиции задержали в районе 17-го квартала города Якутска в рамках очередного рейда и привезли его в наркологический отдел для медосвидетельствования. Так, сейчас надо будет сделать глубокий вдох. Выдыхаем в трубочку до конца, не останавливаемся, хорошо? Сейчас у нас проходила процедура медицинского освидетельствования. Она заключается, сначала свидетельствование проходит анализатор на алкоголе в выдыхаемом воздухе. Если у свидетельствования идет фальсификация выдоха, то это автоматически выходит отказ от медицинского свидетельствования. То есть врач уже вправе оформить отказ от медицинского свидетельствования. Далее его повезли в отдел полиции, где составили на него протокол об административном правонарушении. Так, согласно статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения карается штрафом в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Сегодня в отделах полиции нету вытрезвителей, поэтому данного гражданина продержали здесь в течение 3 часов и отпустили. Напомним, медицинские вытрезвители по всей стране закрылись в 2011 году. С тех пор прошло ровно 10 лет. И вот и в декабре прошлого года депутатами Государственной Думы была поддержана идея возобновить работу этих вытрезвителей. Наш законопроект направлен в первую очередь и главным образом на защиту самих граждан, находящихся в нетрезвом состоянии в общественных местах, утративших способность самостоятельно ориентироваться в пространстве и передвигаться. Эти граждане, как я уже сказал, становятся объектами преступных посягательств. Они, к сожалению, в результате переохлаждения умирают. Они становятся жертвами каких-либо иных негативных факторов. Действительно, только за прошлый год, согласно статистике Минздравсоцразвития Российской Федерации, от переохлаждения и обморожения пострадало 5546 человек, 215 погибли от морозов, большая часть из которых приходится на людей, употребляющих спиртные напитки. Также в 2,5 раза выросло число случаев домашнего насилия из-за употребления алкоголя. Поэтому открытие медвытрезвителей, по словам авторов проекта, хоть как-то повлияет на эту пагубную статистику. Я отношусь к этому положительно, потому что мы относимся к районам Крайнего Севера, и у нас определенные погодные условия. И если человек, который в данный момент, скажем так, не трезв, не здоров, то это будет спасением для его здоровья, для его жизни. Но я думаю, что все-таки да, они нужны. Зря закрыли их. Я считаю, очень нужны. Это дает человеку шанс хотя бы дожить до утра, и есть возможность позвонить в то учреждение, которое сможет помочь этим людям, забрать их с улицы. Я думаю, нормально, потому что, скажем так, люди пьяные, да, даже в то, скажем так, пьяные замерзают ночью. Пусть они лучше пострадают на деньги, да, но, по крайней мере, останутся, здоровье у них нормальное будет и не замерзнут они. Сейчас данный документ все еще находится на стадии разработки. По словам депутатов регионального парламента, они готовы принять нововведение и начать свою работу. Порядок общий регулироваться будет 3 министерствами. Будет принят единый порядок. Это Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и Министерство труда и социального развития. Вот они общий федеральный порядок, они будут издавать. Примется, значит, согласно вот этого порядка в субъектах у нас вот в республике будет приниматься закон. Согласно новому документу, субъекты страны могут создавать вытрезвителей на основе государственно-частного партнерства, а сотрудники полиции будут доставлять туда пьяных граждан. И теперь дается право на основе государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства вот создавать такие вот учреждения. Медвытрезвители, специализированные учреждения по оказанию помощи вот таким людям.
По оценке авторов законопроекта, стоимость пребывания вытрезвителей составит в среднем по стране 1500 рублей за ночь. Сейчас федеральные министерства разрабатывают проект. Далее этот документ спустится в регионы. И только потом начнут открываться вытрезвители. А пока пьяных граждан доставляют наркологические диспансеры. Дмитрий Тымыров, Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Григорий Охлопков. Якутия. День за днем. Промышленные профессии продолжают осваивать пока безработные жители Хандаги. На базе горно-геологического техникума для них организована учебная практика, где желающие могут овладеть востребованной профессией. А после сдачи квалификационных экзаменов будут трудоустроены в Нежданинскую обогатительную фабрику, запуск которой состоится в сентябре этого года. Нежданинское – одно из крупнейших месторождений золота в России, расположенное на территории Тамбонского района. С 2019 года полностью принадлежит компании «Полиметалл». Здесь будет отработка запасов месторождения открытым способом в границах первой рудной зоны, а также введена в эксплуатацию горно-обогатительная фабрика, работающая по схеме гравитационно-флотационного обогащения. Мощность фабрики планируется на данный момент 1 800 000 тонн в год с развитием до 2 200 000 тонн. Планируется трудоустройство порядка 80 человек на фабрику из подготовленных кадров местных. Для работы на новом производстве потребуются в первую очередь специалисты рабочих профессий. Фильтровальщик, флотатор, растворщик реагентов, сушильщик, аппаратчик искусителей, машинист мельниц, которых в республике практически нет. Этим специальностям обучают в горно-геологическом техникуме поселка Хандага. Наша задача в основном состоит подготовка студентов, слушателей для трудоустройства, что прохождение практики, основные методы обогащения и работа и обслуживание обогатительных оборудований. В этом учебном году техникум выпускает не только своих студентов, но и слушателей краткосрочных курсов из числа безработных и незанятых граждан. Около 100 человек со всех уголков республики. После учебной практики и сдачи экзаменов слушатели курсов поедут на производственную практику. Я приехал с села Намцев, центр занятости, направил на это обучение, на эту работу. Стало интересно, и зарплата достойная, стабильность. Учеба воспринимается хорошо, вроде не сложно, можно учиться, работать. Приехал из города Якутска, я учусь на дробильщика. Это подготовительная стадия обогащения. Мы дробим руду на 3 стадии крупности. Я доволен, что осваиваю новую специальность, увижу интересные места и будет новая работа. Основную часть рабочих на обогатительную фабрику начнут набирать с лета. В сентябре штат должен быть сформирован полностью. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандага, Тамбонский район. Сейчас мы снова ненадолго прервемся и смотрите далее в программе. Социальные пособия были проиндексированы льготным категориям граждан. Ленские волонтеры провели очередную, на этот раз зимнюю, неделю добра. Ну а продолжая тему поддержки населения, я напомню, что с 1 февраля изменился ряд положений, которые касаются социального обеспечения граждан. Что именно изменилось, знает и расскажет Агафья Гоголева. Федеральные социальные пособия повысили в России с 1 февраля. Постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Согласно действующему законодательству, раз в год, исходя из фактического индекса потребительских цен, за предыдущий год происходит индексация социальных выплат. Так проведена индексация ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан Российской Федерации на 4,9%. Перечень категорий лиц, имеющих право на ежемесячные денежные выплаты, насчитывает более 60 позиций, из которых наиболее массовые – инвалиды, дети-инвалиды, участники боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших, умерших участников, инвалидов войны и ветеранов боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, герои Советского Союза и Российской Федерации, а также граждане, пострадавшие на производстве.
Одновременно с индексацией ежемесячных денежных выплат на эту величину повысился и размер социальных услуг. И с 1 февраля он составляет 1211 рублей 66 копеек. В набор социальных услуг входят лекарственное обеспечение, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения и проезд на междугороднем железнодорожном транспорте. Компенсация за лекарственное обеспечение составит 933 рубля 25 копеек, за санаторно-курортное лечение 144 рубля 37 копеек, а за проезд на железнодорожном транспорте 134 рубля 3 копейки. Набор социальных услуг включен в состав ежемесячной денежной выплаты, и льготники могут его получать как в натуральном виде, так и в виде денежной компенсации. Цель такой социальной помощи – это компенсировать расходы граждан с ограниченными возможностями на лекарства, санаторно-курортное лечение, средства реабилитации. Также проиндексирован материнский семейный капитал на 3,7%. На первого ребенка сумма материнского капитала составляет 483 881 рубль 83 копейки, а на второго ребенка 639 431 рубль 83 копейки. Если сертификат был выдан в связи с рождением первого ребенка в 2020 году и у семьи в 2021 году родился второй ребенок, то сумма материнского капитала увеличивается на 155 550 рублей. Отметим, что с 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал выдается проактивно, то есть беззаявительно, на основании сведений из Единого государственного реестра ЗАГС. Пенсионный фонд проверяет право на получение сертификата и назначает электронный сертификат, то есть заявитель получает сертификат без посещения пенсионного фонда. Электронный сертификат направляется в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или на портал государственных услуг. Всего в 2020 году проактивно выдано более 5000 сертификатов. С начала действия федерального закона от 29 декабря 2006 года о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, по республике выдано более 95 тысяч сертификатов на материнский капитал. Отметим, что с 2020 года сертификат выдается также на первого ребенка. Размер материнского сертификата зависит от количества детей. Кроме того, проиндексированы будут и детские пособия, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие женщинам, которые встали на учет в медицинских учреждениях на ранних сроках беременности. С февраля увеличивается и пособие на погребение, которое Пенсионный фонд России выплачивает родственникам неработавшего пенсионера. Сейчас размер этого пособия чуть более 6 тысяч рублей. Социальные выплаты повышаются именно с февраля, потому что индексация зависит от уровня прошлогодней инфляции, а Росстат окончательно подсчитывает ее только в январе. А в Ленске вновь стартовала неделя добра, на этот раз зимняя. Она проходит там каждый сезон. Участники расписали каждый свой день. С чего началась эта неделя и какие мероприятия уже прошли, смотрите в нашем сюжете далее. В Ленске вновь волонтерское движение организовало мероприятие доброты. Неделя добра проходит на протяжении 5 лет. С каждым годом желающих принять участие становится все больше. И направлений, по которым работают волонтеры, тоже. Нынешняя неделя добра началась с установки в городском парке Скворечников. Во вторник волонтеры устроили для горожан день приятных мелочей. Я стараюсь участвовать во всех днях, помогаю по мере возможности, и каждый день делаю, что говорят, что просят. В понедельник не как мы просто видео отправляли, мы его еще до этого сделали. Вчера мы расклеивали объявления по разным уголкам города. Я расклеивала тоже объявления в Мухтуе. Среда была объявлена Днем памяти Александра Сергеевича Пушкина. Ребята вручали жителям буклеты со стихами писателя. Сегодня день памяти Александра Сергеевича Пушкина, 184 года после его смерти. Вот вам мой стишок. Спасибо. В четверг волонтеры подарили книги ребятам из реабилитационного центра и городской библиотеки. Самая важная акция прошла в пятницу. Этот день именно для нашего золотого поколения. Решили почистить снег одиноким бабушкам и дедушкам. В связи с пандемией, конечно, нам редко приходится с ними встречаться, но тем не менее мы помогаем
так сказать, не контактируя с ними. Волонтеры Лучеленска продолжают помогать пожилым людям. Они не только доставляют пенсионерам продукты и жизненно важные лекарственные препараты, но также оказывают действенную помощь в хозяйственных и бытовых вопросах. Зима диктует свои правила. Одеться по погоде, позаботиться об утеплении жилья, убрать снег со дворов. Некоторым выйти бодрым морозным утром с лопатой и поработать в удовольствие. Но для пожилых людей и инвалидов это, несомненно, в тягость. Учитывая, что холодная пора года еще не закончена, волонтеры решили позаботиться о тех, кому не под силам убрать снег. Так, в конце недели 3 ребят из волонтерского движения отправились помочь семье пенсионеров, проживающих в доме по улице Ломоносова, которые в силу возраста и состояния здоровья не могут убрать снег сами. Ноги больные, все больное, ходишь как этот. Вот оттуда начну, если работать, оттуда дошла уже домой, иду чуть не на четвереньках. Года, что ли, или болею, не знаю. Любовь Андреевна показала волонтерам фронт работы. Им предстояло откидать снег для доступа к мусорному баку, почистить его около ворот и наколоть дров для бани. Помогают супругам Кудрявцам ребята уже 3 года. Ошибка-то вот как, они ребятишек не заставишь творочить. Так вот, если приходят, то вот дрова вот на баню наколоть, наносить, когда водили дрова, вот по первости. Привезут вот тут, выцепят там. А что тяжело, вот эти чурки, все равно помогает. Прошлый год крыши вот с этой снег снимали. Вот с этой крыши вот попрошу потом скинуть, чтобы пришли, помогли. А больше что, ящик вырыть там мусорный, когда снег-то был большой. Ребята вооружились лопатами и приступили к уборке снега. Короче, слухай, Дима, нам нужно вот этот снежок убрать, понял? А Владимиру Дьячкову было предложено наколоть дров. Надо сказать, что колуном молодой человек владеет в совершенстве. После волонтерам нужно было сложить дрова в поленницу. Ну, регулярно приходим по этому адресу, не только поэтому, и по многим бабушкам, дедушкам помогаем, которые одинокие, которые остались без помощи, у которых, возможно, нет родных по каким-то причинам. Приходим, помогаем, убираем снег, колем дрова и тому подобное. Сегодня в наши планы входила уборка снега, колка дров, пока мы здесь доходим до тех пор, пока не закончим всю работу до конца. Все бабушки и дедушки встречают нас очень радостно, с улыбкой, всегда рады, когда мы приходим, потому что они знают, что типа вот пришла помощь к ним. Все свое свободное время ребята из волонтерского движения посвящают помощи тем, кому она необходима. Одиноким пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, детям из реабилитационного центра и постояльцам из дома престарелых. Они пойдут гулять, не будут играть в компьютерные игры. Они пойдут туда, где их действительно ждут. Мне нравится, когда идет такая безвозмездная помощь людям. Я вижу, как они улыбаются, как радуются, что они не одиноки, что им приходят, помогают. И я от этого получаю удовольствие какое-то свое. Время у меня свободное практически всегда есть, и я готов всегда всем помогать. Через 2 часа ребята уже были свободны. На лицах каждого читалась удовлетворенность проделанной работой. На такой позитивной ноте был окончен еще один день недели добра. Подведет итоги недели добрых дел заключительный день. На центральной площади города волонтеры организуют развлекательную программу с участием в зимних играх и эстафетах всех желающих линчан. Тем временем IT-центр Хангаласского улуса выпустил мобильное приложение для прослушивания якутских песен и радиостанций. Приложение называется Skylark Music. Его разработали по примеру таких популярных музыкальных сервисов, как Apple Music и Яндекс.Музыка. Подробности расскажет Виолетта Засимова. Мобильное приложение Skylark Music разрабатывали в целях популяризации якутской музыки и якутского языка в целом. Работа над ним велась в течение полугода. Слово Skylark в названии приложения переводится как «жаворонок». Приложение уже рабочее, оно доступно на Play Market пока. В скором времени ожидается выход на iOS, на iPhone, да? Сейчас музыкальная библиотека приложения состоит из более чем 4000 песен на якутском языке. Каждую песню можно загрузить в свой плейлист и слушать в офлайн режиме. Также пользователи могут прослушивать такие радиостанции, как Т-Тим, Виктория, Европа Плюс и так далее. Приложение платное, стоимость ежемесячной подписки 99 рублей. Но у него есть пробный период 14 дней. То есть пользователи могут сначала пробно послушать 2 недели, а затем по истечению этого тестового периода они уже оплачивают подписку. Все песни в приложении являются оригинальными, загружаются из открытых источников, а также по желанию и просьбе самих исполнителей. Все права защищены, действует договор оферты. Мы хотим именно самодеятельных композиторов и музыкантов, певцов,
пригласить, чтобы они отправили нам свои песни и уже как бы вышли в ротацию. Музыкальное приложение Skylark Music будет постоянно обновляться по мере добавления новых песен и радиостанций. Ожидается, что пользователям будут доступны улусные онлайн-радиостанции. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Сейчас снова небольшая пауза. Не переключайтесь, смотрите в продолжении программы. Буддисты празднуют самый длинный и долгожданный праздник – Восточный Новый год. Наряду с международными кинофестивалями в Москве впервые пройдет фестиваль якутского кино. Продолжаем программу. В столице Южной Якутии, городе Нерюнгри, продолжается реализация программ по благоустройству. Какие планы и задачи стоят перед местными властями на 2021 год, расскажет Ирина Кичигина. Несмотря на ограничительные меры, все программы по благоустройству города в прошлом году были успешно реализованы. Напомним, Нерюнгри участвовал в 2 программах – федеральной «Комфортная среда» и республиканской по поддержке местных инициатив. По федеральной программе обустроен сквер в районе средней общеобразовательной школы номер 2, по республиканской была обустроена 1 детская площадка и отремонтировано 3 придворовых территории. По программе поддержки местных инициатив в прошлом году была построена детская площадка, яркая и красивая, на территории нашего дома, Южно-Якутская, 24. Большое спасибо всем, кто принимал участие, кто разрабатывал проект, кто был инициативен и собирал подписи и прочее, прочее. Мы очень рады, дети очень рады, гуляют, довольны. Спасибо. В этом году в рамках программы «Комфортная среда» будет благоустроена 1 дворовая территория, спортивная площадка и уже выделено финансирование, проведен конкурс и определен подрядчик по благоустройству парка культуры и отдыха. Финансирование составляет 43 миллиона рублей. Проект прошел госэкспертизу, проверку Госкомцен и согласование Управления архитектуры. На участие в программе поддержки местных инициатив на этот год поданы 3 заявки. На сегодняшний день Министерство финансов эти заявки рассматривает, и в конце февраля, в начале марта будут они рассмотрены, и я уверен, что будут удовлетворены. Это дворовые территории, асфальтирование проездов Дружбы народов 828, это Дружбы народов 10-10-1. Благодаря таким программам город преображается с каждым годом. Но без инициативы и поддержки управляющих компаний, ТСЖ и самих жильцов создание комфортных общественных пространств было бы невозможным. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Якутские буддисты празднуют Восточный Новый год. Это самый длинный и важный праздник в лунном календаре. Фестивали, гуляния и религиозные обряды длятся 15 дней. Однако, разумеется, в этом году формат празднования изменился. Теперь вместо переполненного датсана онлайн-эфира, а вместо встречи гостей тесный семейный круг. Об особенностях и обычаях Восточного Нового года в материале Саргаланы Неустроевой. Наконец, металлический бык официально вступил в права. Многие ждали этого как избавления от всех напастей прошлого года. Однако, как оказалось, бык на самом деле корова и символизирует женское начало. Сейчас наступает год коровы. Именно не годы быка, да, как многие ошибаются, а именно год коровы. Почему? Потому что это женский год. И год коровы, он именно год железный. Также это железо характеризует этот год. То есть это стойкость, прочность. Вот такие нужны в этом году качества, чтобы год прошел успешно. После наступления Нового года старый провожают еще 15 дней. Этот период буддисты прозвали белым месяцем, в течение которого нельзя злиться или желать кому-то плохого. Наоборот, надо совершать как можно больше добрых поступков и ко всему относиться проще и доброжелательней. Что называется, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Будда Шакьямуни, когда стал Буддой, чтобы устранить неверные воззрения, и чтобы он показал 15 чудес. Каждый день показывал чудо. И в честь вот таких вот деяний Будды он создал такой праздник. В преддверии вот после Нового года 15 дней идут молитвы, то есть посвященные вот этим чудесам Будды Шакьямуни. В связи с пандемией, конечно, верующих в этом году намного меньше, конечно.
но мы проводим прямые эфиры для этого. Кто не может присутствовать на молебне, он может смотреть также прямой эфир. Празднуют Восточный Новый год не только буддисты, но и все желающие. Для монахов не принципиально, какой конфессии ты принадлежишь. Учет верующих они также не ведут и даже не знают, сколько всего прихожан насчитывает их датсан. 25 декабря Рождество празднуется корейцев. А сам Новый год все встречают только в семьях. Таких больших вот праздников не бывает. Хотя сейчас вот как бы тоже начинают в кафе там и так далее. Но в связи с пандемией мы сейчас отменили все это мероприятие. Поэтому вот такими маленькими группками в семьях отмечаем этот праздник. От многого, к сожалению, в этом году пришлось отказаться. Так, например, все 15 дней принято ходить в гости, устраивать массовые гуляния и обмениваться подарками. Впрочем, как и во время привычного для россиян Нового года. Сейчас же встречи заменились на видеозвонки, а празднование проходит в тесном семейном кругу. В каждой семье делается сначала в 12 часов ночи поминание предков. То есть мы вот вспоминали дедушку своего, накрывали поминальный стол, где раскладываются мясные блюда на север, значит, рыбные блюда на восток, в середине рис и так далее, а впереди уже сладости. То есть вот в таком порядке раскладываются блюда, и затем начинают писать, значит, листовки, данные вот умершего какой, когда родился и так далее, потом его сжигают, вот, и потом делают поклоны. Практически все новогодние традиции корейцев, как оказалось, сводятся к почитанию старших. Накануне Нового года по традиции семья Шамаевых проводит обряд, в ходе которого вспоминают покойных предков. Кимчи, ну, это традиционное блюдо, которое теперь уже спросом пользуется вообще у всего населения у нас, да? Это из пекинской капусты, острая, засоленная, как бы квашеная капуста с чесноком, имбирем, груша здесь, сахар немножко, значит, соль. Вот таким образом делается как бы соус, и обязательно рисовый кисель. И потом все перемешивается, и 2 дня и оно засоливается. То есть очень вкусное блюдо. Разумеется, не обходится и без традиционных корейских блюд. Тут вам и суп токгук, символ долголетия, и корейские пельмени манду, и, конечно же, кимчи, Новый год без которого невозможно представить. До свидания, спасибо. Спасибо вам. Вот что значит Восточный Новый год. Посетив корейскую семью, не остались без традиционного корейского угощения – хворост кадюри. Очень вкусно. Как бы то ни было, а Новый год, что называется, и в Африке Новый год. Каждый встречает его с надеждой на самое лучшее, поэтому все плохое всегда должно оставаться в уходящем году. А какие традиции и как их соблюдать, каждая семья решает по-своему. Саргалана Неустроева, Григорий Николаев, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Тем временем в Москве стартовал первый фестиваль якутского кино. В течение недели жителей и гостей столицы ждет ретроспектива самых известных картин, снятых в нашей республике. Открыла фестиваль лента Степана Бурнашова «Харахаар». С подробностями Максим Кардозу. Так много внимания к якутскому кино в России, наверное, никогда и не было. Конечно, были крупные премьеры, например, картина «Тайна Чингисхана» больше 10 лет назад, или «Большие победы». Фильм «Царь-птица» стал обладателем гран-при Московского международного кинофестиваля. Но такого ажиотажа и от зрителей, и от профессионалов никогда не было. Мы сейчас находимся в кинотеатре «Пионер», где с сегодняшнего дня стартовал фестиваль якутского кино. И каждый желающий может познакомиться с лучшими образцами картин, которые были сняты в нашей республике. Мы с коллегами долго думали об этой идее организовать фестиваль якутского кино, потому что оно действительно развивается огромными темпами и производит по-настоящему качественные фильмы с глубоким художественным смыслом, содержанием. И такое кино действительно и нужно, и хочется доносить до зрителя. Якутское кино уже называют настоящим феноменом. Эксперты отмечают особый колорит, аутентичность, визуальную красоту картин. И фестиваль мы устроили для того, чтобы в каком-то смысле этот феномен вывести на уровень такого зрительского, потому что часто
кино, похожее на якутское, да, сложное именно за счет своей специфики, его как бы окрещивают артхаусным, и тогда оно отходит к определенной части аудитории. А мы как раз хотим, чтобы это кино вышло к широкому зрителю. В программу первого фестиваля якутского кино вошли 4 ленты. Это «Харахар», «Мой убийца», «Царь-птица» и «Нет Бога, кроме меня». Организаторы старались подобрать максимально разные по жанру и стилистике картины. И им действительно было из чего выбирать. Якутские режиссеры каждый год выдают настоящие хиты. Это результат многих десятилетий работы, в первую очередь наших безумно талантливых кинематографистов, которые смогли в наших условиях, в северных условиях, создать абсолютно своеобразную кинематографическую такую культуру, которая сегодня уже называется якутское кино. И я очень рад, что наконец-то мир это все увидел, мир это понял. И сегодня я очень рад, что в Москве здесь открывается неделя якутского кино. Уверен, что у якутского кино еще все впереди. Открыл фестиваль фильм Степана Бурнашова «Харахар». Его представила съемочная группа, которая в течение 2 недель презентует картину в крупнейших городах страны и вызывает настоящий всплеск самых разных эмоций. Это сильная история, очень суровая, реалистичная, камерная, но все равно она очень символичная, заставляет задуматься. Это очень сильно и очень смело с точки зрения того, что минимализм и так все. Это смелая очень история. То есть смело, я имею в виду, не в смысле там заявка рассказать про это, а смело просто сделать такую историю вот на таких очень простых вещах. Не мешает восприятию происходящего на экране и якутский язык. Картины во время фестиваля идут с субтитрами. По мнению организаторов, это только усиливает эффект. В кинотеатре «Пионер» мы всегда показываем фильмы на языке оригинала с субтитрами, и мне кажется, это единственный правильный способ смотреть любое кино, потому что любая озвучка, любой дубляж, он в конечном счете убивает значительную часть работы, которую люди делали, и эта работа была для них важной. Поэтому, мне кажется, в принципе, кино нужно смотреть только с субтитрами. В Москве привыкли к праздникам зарубежного кино. Никого не удивляет французская или итальянская недели. И вот Якутия теперь первый регион России, который встал в один ряд с мировым кинематографом и удостоился отдельного фестиваля. Организаторы планируют сделать его ежегодным. Максим Кардозу, Виктор Олесов. День за днем. Москва. Именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.